Одним из самых ярких духовных памятников, отражающих историю народа от древности до нашего времени, является фольклор. Как и у других народов мира, сказки широко бытуют среди ингушей и одинаково популярны как у взрослых, так и у детей. Памятники устно-поэтического творчества народа ценны не только как художественные произведения прошлого. Они проливают свет на многие интересующие нас вопросы истории ингушей. Только в сказках познается положительное, только сказки учат добру. А наши герои, они больше, скажем так, вот если раньше больше внимания уделялось героическим сказкам, богатырским, то сейчас больше уклон делается на социально-бытовые, скажем. Из всех жанров и видов ингушского фольклора наиболее глубоко изучены сказания о нартах. Этому жанру посвятил многие свои работы Ахмет Мальсагов. Сказания, сказки, предания, песни, мифы, легенды, пословицы ингушского народа, собранные им, свидетельствуют о величии языка, мысли и духа ингушского народа. Ахмет Мальсагов внес огромный вклад в пропаганду ингушской литературы. Первый сборник, вот у него вышел, это чечено-ингушские сказки. Это было издано вот в Москве, это из детской литературы. Это был 1981 год. Эта книга уже издана после его смерти. Фундаментальной работой являлась книга «Сказки и легенды ингушей и чеченцев», которая была издана в издательстве «Восточной литературы» в 1983 году. 75 тысяч тираж был и 24 печатных листа. Мы потеряли очень много времени, и нам необходимо, наша культура, наша история, литература отстали на много лет. И поэтому сейчас молодые люди должны поднимать историю, литературу, фольклор. В сказочном эпосе ингушей значительное место занимают сказки об одиноком юноше-богатыре, совершающем различные подвиги. Как и другие жанры народной словесности, ингушские сказки стали записываться приблизительно с середины прошлого столетия. Но и по настоящее время они недостаточно изучены и исследованы. Вот сейчас, если взять отношение к сказкам, конечно, оно ухудшилось, скажем, в худшую сторону, потому что их мало изучают, их мало издают. Издают, скажем, не эстетически оформлено, потому что детское восприятие требуется, чтобы были картинки интересные. Значит, в этом должен принимать участие художник, именно наши ингушские художники, потому что, исходя из национального восприятия и мышления. Не лишайте детей своих сказок. Сказки есть фантазии, плод. Детский ум в ярких красках так сладок. Испокон этим жил народ. Не лишайте детства детишек, телефоны, айпады даря. Им дарите побольше книжек. Мир волшебный, любимых маня, их доступный язык хрупкий, тонкий, доброту отличает от зла. Раздается их голос звонкий, словно россыпи серебра. Их в лукошко все вы соберите, где дед с бабкой, отцом и мать. Никогда детей не корите, научите их жить, побеждать. Пусть шагают с вами в ногу, Богом данный в мир светлый идя, старикам уступать дорогу. Приучайте вы с детства, дитя, знайте, все от взрослых зависит. Только сказки учат добру, интеллект у детей повысить и не дать победить мгле злу. Анализируя ингушские сказки, следует отметить, что тяжелый жизненный уклад, суровые вековые адаты требовали ума, находчивости. Их и идеализирует сказка, в которой осуществляются все сокровенные мечты горцев. Меткие, выразительные, наполненные юмором бытовые и новеллистические сказки являются любимым жанром ингушей.